Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российские спортсмены завоевали 2 медали в 4-й соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Корее. Золото в копилку команды принесли синхронистки, победившие в групповых упражнениях. Обладателями наград серебряного отлива стали Юлия Тимошинина и Сергей Назин, выступавшие в смешанных соревнованиях по прыжкам в воду. В общекомандном зачете сборная России идет на 2-м месте. В ее активе 4 золотые и 3 серебряные медали. Третью позицию занимает команда Украины с 1 золотой и 3 бронзовыми наградами. Лидирует сборная Китая. На ее счету 9 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медали. Российская прыгунья в высоту Мария Лосицкена одержала победу на легкоатлетическом турнире в итальянской Падуе. 26-летняя спортсменка показала результат 1 метр 94 сантиметра. Второе место заняла украинка Ирина Геращенко. Третьей стала британка Морган Лейк. Для Лосицкены эта победа стала 16-й подряд. Следующим стартом для нее станет чемпионат России, который пройдет в конце июля в Чебоксарах. Лосицкена является двукратной чемпионкой мира. Также в ее активе золотая медаль чемпионата Европы. Экипажи команды КамАЗ-Мастер заняли весь пьедестал почета ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Соревнования завершились в китайском Дуньхуане. Первое место в зачете грузовиков занял экипаж под управлением Антона Шибалова, который преодолел дистанцию за 26 часов 1 минуту и 40 секунд. Вторым стал экипаж под руководством Андрея Каргинова. На третьем месте еще одна российская команда КамАЗ-Мастер во главе с Айратом Мардеевым. Всего в зачете грузовиков участвовало 16 экипажей. «Шелковый путь» стартовал в Иркутске. Спортивный маршрут гонки составил 3500 километров. Российский нападающий Артем Анисимов в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги Чикаго в Оттаву. В обратном направлении последовал канадский нападающий Зак Смит. Контракт с ним рассчитан до конца сезона 2020-2021. На такой же срок и рассчитано соглашение 31-летнего россиянина. В минувшем сезоне в составе Чикаго Анисимов провел 78 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 22 результативные передачи. Всего же на его счету 746 матчей в НХЛ, 171 шайба и 193 ассиста. Чемпионат мира по уличному футболу для бездомных прошел в минувшие выходные в польском Вроцлаве. Среди участников бывшие наркозависимые и вышедшие из тюрем преступники, рассказывает Роман Чуриков. У некоторых из этих молодых людей нет крыши над головой, но домашний уют им заменяет спорт. 13 и 14 июля в польском Вроцлаве прошел чемпионат мира по уличному футболу среди бездомных. В нем приняли участие 22 команды из десятка стран мира. У каждого из этих атлетов сложная история борьбы с алкогольной или наркотической зависимостью и даже тюремные сроки за различные преступления. И турнир призван помочь им вернуться к нормальной жизни. Один из таких участников – бывший грабитель Камиль Гжилик. Теперь я живу достойно. Я смог снять квартиру, работаю легально, нашел девушку. Наладил отношения с мамой, с папой, со всей семьей. Если бы я не обратился за помощью в эту организацию, то не изменился бы. Сидел бы сейчас в тюрьме или продолжал грабить людей с мачете. Организация, о которой говорит Камиль, благотворительный фонд брата Альберта. Именно он организует этот турнир. Цель его деятельности – адаптация неблагополучных граждан. А чемпионат позволяет еще и собрать пожертвования на помощь тем, кому повезло меньше, чем этим футболистам-любителям. Кстати, среди участников не только бывшие зависимые и преступники. Я беженец, переселился в Венгрию из-за того, что случилось у меня на родине, в Косово и Сербии. Нам удалось выбраться еще до начала активной фазы конфликта. Уже на новой родине меня нашел тренер. Я стал посещать тренировки, и мне это очень помогло. Чемпионом на этот раз стала сборная Польши. Но победа в этом турнире не главное, считают организаторы. Они называют это состязание своего рода терапией. И следующий ее сеанс состоится в Кардифе. Там на поле выйдут еще и женские сборные. Якутская дзюдоистка завоевала серебряную медаль спартакиады учащихся России. Соревнования прошли в городе Череповец. Участниками старта стали 136 учащихся из 47 регионов страны. Якутская школа дзюдо на спартакиаде была представлена 2 спортсменками: Саиной Петровой из Намской школы и Кариной Ефимовой из училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Последняя стала обладательницей награды серебряного отлива в весовой категории до 52 килограмм. Отметим, что Карина Ефимова является бронзовым призером Всемирной гимназиады и участницей Кубков Европы. Это были новости спорта. Всего доброго!